Добрый вечер, республика! В эфире детские новости. Новости для самых активных и жизнерадостных телезрителей. В студии для вас работаем мы, Абдулмалик Мадаев И Хадижа Акаева. Сегодня наш выпуск целиком и полностью посвящен праздникам. День города, День учителя, День молодежи. Поводов для хорошего настроения хоть отбавляй. Накануне наш Абдулмалик пообщался с Муратом Тагиевым, министром по делам молодежи нашей республики. Как проходила подготовка к праздникам, узнаете из рубрики «Большое интервью». Как и все школьники, мы хотим поздравить с праздником наших замечательных учителей. Об одном из них, Любе Нурдиевне Миназаевой, и расскажет наша Хадижа. Почему в школе нужно учиться так долго, целых 11 лет? И что делать учителя, если дети его не слушают? Ответы на эти непростые вопросы дадут наши маленькие эксперты. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Мурат Султанович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы. Столько праздничных мероприятий и все в один день. Наверное, для вас это напряженные дни. Это, мягко сказано, очень напряженные дни. Для нас трудные дни начинаются задолго до праздника 5 октября. Почему? Потому что нужно везде успеть, всех поздравить и, конечно, чтобы всем понравилось. Поэтому, может быть, для кого-то это и праздник, но для нас это продолжение наших суровых трудовых будней. Но каждый праздник бывает настолько интересным, насколько он был трудным в подготовке. И мы надеемся, что 5 октября в этом году запомнится еще больше, потому что мы старались. Оказывается, быть министром – это непросто. Отвечать за столько людей сразу я бы, наверное, не справился. Но зато в самый праздничный день вы можете отдохнуть. И скажите, как вы проводите этот день? Нет, сам праздничный день, наверное, самый тяжелый. Почему? Потому что приходит очень много гостей. И, конечно же, главный гость на всех этих мероприятиях – это глава республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И он же является у нас, конечно же, главным и критиком. Поэтому нужно сделать все настолько тщательно и интересно, чтобы понравилось и гостям, и главе республики. Потому что, если не получится, он поругает и скажет: вы плохо готовились, потому что нашим гостям, наверное, было так же скучно, как и мне. Поэтому это бывает очень тяжело, ответственно. Ну, а отдых наступает, наверное, когда все это заканчивается, то есть ночью. Мурат Султанович, а министром по делам молодежи можно быть только молодым или как? Ну, скажу тебе по секрету, я не такой уж и молодой. Просто из-за того, что я много работаю с молодежью, я просто так хорошо сохранился. А работать с молодежью, наверное, просто интересно. Ты все время в гуще всех событий, и твоя работа тебе не дает возможности состариться. Поэтому я надеюсь проработать в этой должности как можно больше. Скажите, а что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в праздничный день? Ну, во-первых, в праздничный день, как и в любой праздничный день, хотелось бы пожелать море позитива. Конечно, хотелось бы, чтобы было солнышко. Вот. Ну и хотелось бы, чтобы каждый получил от этого праздника то, что он хочет. Кто-то хороший концерт, кто-то шоколадку, ну, а кто-то просто посмотрит, как другие отдыхают. Большое спасибо за интервью. Удачи вам в вашей нелегкой работе. Пожалуйста. Все-таки здорово, когда столько праздников в один день. Только вот я не могу понять, какое отношение они имеют к тебе. Например, День учителя – это праздник для наших учителей, а не для тебя. Неправда. Вот учителей же хорошее настроение перед праздником. Значит, они очень добрые и ставят только хорошие оценки. Вот тебе и праздник. Ну хорошо, а вот День города? Ну, я же живу в Грозном, значит, это мой город. А праздник моего города – это мой праздник. Ясно? Ладно, а что ты тогда о Дне молодежи скажешь? Уж этот праздник точно тебя не касается. А что, я, по-твоему, старая, что ли? Ну ладно, мы что-то отвлеклись. Давай лучше перейдем к следующей теме. Хорошо, дорогие друзья, смотрим сюжет нашей Хадижи. Первый учитель самый лучший. С этим никто не поспорит. И уж точно с этим не поспорят первоклашки. Правда, Амин? Да.
Амина и ее маленькие друзья учатся в первом Е-классе первой гимназии города Грозный. Чуть больше месяца назад Люба Нурдиевна Миназаева впервые увидела своих ребяток. За 26 лет работы у нее было уже несколько выпусков. Многие из ее бывших учеников выросли, стали родителями и привели к ней учиться своих детей. Хотя, как говорит сама Люба Нурдиевна, бывших учеников не бывает. Они на всю жизнь запоминают свою первую учительницу и ее уроки. Знаешь, Адиш, ты тоже, наверное, учишься в школе, и ты видела свои уроки, наверное, вспоминаешь себя в первом классе, и ты помнишь, как живо проходили у вас уроки? Когда у меня в классе сидит 30 человек, и все они на тебя смотрят с такими горящими глазами, и у всех возникают вопросы, что, когда, почему. Вот ты начинаешь на них отвечать, и у нас начинается такая игровая дискуссия, и для нас этого времени почти не хватает. У нас на уроке остаются столько еще вопросов, что это у нас на будущее все переходит. И на каждом уроке точно так же. Уроки у ребят действительно проходят очень интересно. Неудивительно, что все они очень стараются. На каждый вопрос тянутся вверх десятки детских ручек. Когда малыши устают, она делает небольшой перерыв. Веселая зарядка придаст ребятам сил. Приготовились, начнем. И все вместе подпоем. Солнышко лучистое, любит скакать. Солнышко на облачко передать. На просьбу рассказать что-нибудь о своих учениках Люба Нурдиевна вежливо отказалась. Она не хочет выделять кого-то, а чтобы рассказать о всех, нужно очень много времени. А вот сами ребята с удовольствием говорили о любимой учительнице. Жерар, расскажи нам о своей учительнице. Она хорошая, самая добрая на школе. Красивая она у нас. Наша учительница очень добрая. Она нас учит разными вещами. Как надо читать, писать. Она нас учит разными стихами, но мы не гуляем. Ходили в цирк еще. И еще один раз пойдем в цирк, где животные очень любим. Где медведи, где тигр, где белые лиса еще. 4 года, которые ребята проведут под руководством Любы Нурдиевны, пролетят очень быстро. Когда-нибудь им придется попрощаться с начальной школой и своим любимым учителем. Самым первым и самым лучшим. Завидую я этим ребятам. В первом классе учиться так здорово, и уроков мало задают, и нянчатся с тобой, как с маленьким. Они и есть маленькие дети, если ты не заметил. Ну и пусть, кстати, наши маленькие эксперты еще младше, но знают и понимают иногда побольше взрослых. С этим не поспоришь, почему в школе нужно учиться целых 11 лет, ведь это так долго. Наверное, каждый школьник ломал голову над этим вопросом. Наши маленькие эксперты ничего не ломали, они просто знают и точка. Верно, дорогие друзья, передаем слово ребятам. Почему в школе нужно учиться так долго? Потому что еще должны учиться в институте. Это вот очень умный. Потому что они должны к институту подготавливаться. Так учителя придумали. Нам уроков много задают, чтобы стать взрослым. Зачем школьникам нужны дневники? Оценки ставят, чтобы писать. Пишут то, что нужно, чтобы писать то, что им учитель на доске показывает. Чтобы туда 5 ставить и домашнее записывать. Почему в школе звенит звонок, а в садике нет? В садике, потому что звонок не нужен. Потому что в садике нет перемены. В школе много детей. Потому что в школе звонок нужен, чтобы на перемене звать, когда перемена закончилась. В школе же много детей, надо, чтобы они услышали. Потому что садик маленький, а школа большая. Как наказывают детей, которые плохо учатся? Их поставляют в угол. Ругают, ставят двойки. Родители
больше денег не дают. Играть не разрешают. Ставят двойки. Почему школьные рюкзаки очень тяжелые? Потому что дети маленькие, им тяжело их таскать. Потому что там очень много вещей. Потому что в школьных рюкзаках очень много вещей для школы. Потому что там в них они собрали все свои нужные вещи. Потому что в школе нужно очень много вещей. Потому что учебники тяжелые. Что делает учитель, если дети его не слушают? Наказывает. Он говорит, чтобы они его слушались. Он родителям жалуется. Он их в угол ставит. Наказывает, ругает, бьет. Он хлопает в ладоши и громче говорит. Почему в школе нужно носить форму? Чтобы хорошо выглядеть. Потому что так нужно в школе. Наше удобно очень. Чтобы все одинаковые были. Чтобы красиво выглядеть. Чтобы быть классными. Почему школьники плачут, когда оканчивают школу? Да девочки плачут, а мальчики не плачут. Потому что ему грустно. Просто кто-то обидел. Потому что они знают, что больше не придут туда. Они хотят остаться в школе. Не боятся идти в институт. Ну вот и все, наш праздничный выпуск подошел к концу, ребята. Дорогие телезрители, мы еще раз поздравляем вас. Желаем вам самого отличного настроения. Улыбайтесь и радуйтесь жизни. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. Это же надо было додуматься сказать Минусу такое быть молодым. А что?